Коронавирус распространяется с огромной скоростью. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан не спешит принимать меры по борьбе с коронавирусом. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. И несмотря на то, что течение заболевания в большинстве случаев 81% легкое, все равно для нас это большой риск, поскольку не существует еще специфических лекарств. Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном приостановлено из-за обнаружения в Узбекистане коронавируса. КПП на границе пропускает только возвращающихся домой граждан. На прошлой неделе в Таджикистане отменили репетиции к Наврузу и закрыли мечети. В самом Душанбе медицинские маски носят немногие. К коронавирусу люди относятся как к чему-то далекому и не слишком опасному. Власти пока не собирают вводить карантин, вузы, госучреждения и школы работать в обычном режиме. Несмотря на то, что официальное празднование Навруза в Душанбе не состоится, праздничная ярмарка продолжает работать. Десятки мелких ларьков торгуют фастфудом. Людей здесь тоже немало. А вы посещали праздничную ярмарку? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Ничего не изменилось, работаем как и раньше, никаких изменений мы не вводили. У нас и так чисто, соблюдаем гигиену и работаем в перчатках, рассказывает торговец Бехрус. Ровно в полночь 16 марта власти Узбекистана приостановили авиасообщение с Душанбе. Через наземные контрольно-пропускные пункты проход разрешен только возвращающимся домой гражданам обеих стран. Покинуть Таджикистан наземным транспортом пока можно через Кыргызстан. Вчера еще народу было много, сегодня мало людей. Нам сказали, что в Узбекистане впускают только своих граждан и выпускают только таджикистанцев, говорит Гулджахон Нигматов, директор автостоянки на таджикско-узбекской границе. Власти Таджикистана считают, что никаких дополнительных мер безопасности вводить не нужно. Того, что сделано, уже достаточно, ведь ни одного случая заражения до сих пор не выявлено. Все необходимые меры были уже предприняты. Сегодня нет необходимости в том, чтобы прекращать занятия в школах, вузах, детских садах, так как в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сказал замминистра здравоохранения Мирхамудин Калмазода. Несмотря на отсутствие заболевших, Таджикистан 16 марта получает от международных доноров средства индивидуальной защиты, медицинские препараты и деньги на их покупку. Власти готовятся к тому, что в стране может появиться новый коронавирус. При этом люди, которые находятся на карантине, жалуются на ужасные условия содержания. Они утверждают, что никаких мер не предпринимают, а их просто закрыли в холодных помещениях и конфликтничают при любой жалобе на плохое самочувствие. Девушка, которая находится на карантине в специально отведенном месте, говорит, что она беременна, и когда ей стало плохо, она попросила помощи у медиков, но те отказали. Они сказали, что ей тут не роддом и никакой помощи оказать не могут. По сути, людей вывезли подальше и забыли. Но куда тогда идут все деньги и средства, которые выделяет Таджикистану для борьбы с коронавирусом? Ведь их никто не видит. А как вы считаете? Обязательно напишите нам в комментарии. Делается все для того, чтобы система здравоохранения Таджикистана была подготовлена. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальные предложения для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!